Накануне в Верховном суде республики свершилась знаковая победа в политической жизни Тувы. Продолжавшиеся более месяца судебные баталии между избиркомом Тувы и Тувинским региональным отделением ЛДПР завершились в пользу либерал-демократов. Напомню, единственному оппозиционному претенденту в кандидаты Орлану Кендену избирательная комиссия Тувы вынесла постановление об отказе в заверении списка. Но незаконные действия избиркома Тувы были обжалованы и выиграны на правовом поле. Вчера мы в Верховном суде Республики Тыва рассмотрели нашу апелляционную жалобу на решение Кызыльского городского суда, и по которому Верховным судом Республики Тыва вынесено апелляционное определение о том, что решение Кызыльского городского суда Республики Тыва от 14 августа 2020 года отменить и принять новое решение следующего содержания. Это административный иск Кендена Орлана Владимировича удовлетворить, признать незаконным бездействие территориальной избирательной комиссии города Кызыла по выборам депутата Верховного Хурала Республики Тыва, выразившееся в уклонении от принятия документов у Кенден Орлана Владимировича. Обязать территориальную избирательную комиссию города Кызыла принять документы, представленные Кенден Орланом Владимировичем, для уведомления о выдвижении и регистрации его в качестве кандидата в депутаты Верховного Хурала Республики Тыва и рассмотреть вопрос о его регистрации в установленном законном порядке. На этапе регистрации кандидатов избирательная комиссия в установленном порядке не известила их о выявленных недостатках в представленных документах. Причины отказа, по мнению кандидата Орлана Кендена, были ясны с самого начала предвыборной гонки. Представители избиркома республики искусственно создавали барьеры для представителей оппозиции. Основной закон нашей страны гарантирует нам право избирать и быть избранными, что подтвердило Верховный суд Республики Тыва сегодня на судебном заседании. С сегодняшнего дня начинаем подачу регистрационных документов в территориальную избирательную комиссию города Кызыла. Руководитель фракции ЛДПР в Верховном Хурале Андриан Оржак считает, что отказ в заверении списка прежде всего связан с необходимостью недопущения главных оппонентов «Единой России» в лице кандидатов от ЛДПР. Нынешняя ситуация в целом мало будет отличаться от того, что происходило в предыдущие годы. Да, к сожалению, вот эта традиция усложнения выборного процесса, создания искусственных препонов в нашей республике, она имеет продолжение и в этом году. И конца края этим безобразием еще не видно. Сегодня Орлан Владимирович сдает документы. Далее у города Кызыла следующая процедура планируется. Это проверка документов, сданных нашим кандидатам. Чем завершится этот процесс, мы не можем гадать. Скорее всего, придется повторно обращаться в суды различного уровня для того, чтобы зарегистрировать Орлана Владимировича кандидатом на дополнительных выборах в Верховный Хурал нашей республики. Дополнительные выборы в парламент Тувы пройдут с 11 по 13 сентября. За право избираться от округа Правобережный будут бороться 6 кандидатов. От ЛДПР это Орлан Кенден, инженер по образованию. Учитывая те административные барьеры, которые существуют сейчас, суды будут продолжаться. Это касается и выборов муниципального уровня. Завершение выборной кампании 13 сентября пройдет единый день голосования. Осталось всего сколько? 20 дней, меньше 20 дней, когда наши кандидаты зарегистрируются по суду, пойдут проводить выборную агитацию. И как пройдет единый день голосования, мы тоже прогнозируем, что подобное же негативное отношение со стороны комиссии различного уровня продолжится и в единый день голосования. То есть опять будут нарушения различных прав кандидатов, наблюдателей. И это все послужит нормальным таким хорошим фоном для того, чтобы каждый житель нашей республики, чтобы общественность Российской Федерации, чтобы федеральный центр наконец-таки обратил свое внимание на то, как выстроена система проведения выборов нашей республики. Я думаю, что кому-то
по итогам вот этих выборов все равно будет и стыдно, а кого-то мы обязательно привлечем к ответственности, предусмотренной законами Российской Федерации и законами Республики Тыва. Добавлю, ЛДПР выдвинула более 50 кандидатов в 92 избирательных округах. Редакция 8 канала Тува продолжит информировать зрителей о ходе судебных процессов по делу об отмене регистрации кандидатов на предстоящих выборах. Ника Мангуш, Культагина Шана, 8 канал Тыва.